Самат Каштобекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? Да, пожалуйста, Архель Джанович. Уважаемый Курмай Осмонович, ой, извините, Евгений Алексеевич, я хотел бы уточнить некоторые процедурные вопросы правового порядка, которые касаются порядка применения, то есть принятия отмены решений. Из ваших уст мы поняли, что мэрия города Бишкек на тот момент называлась мэрией, да? Она, мэрия города Бишкек, значит, приняла решение в отношении вас по выделению земельного участка на основании каких-то распоряжений администрации президента, правительства, да? Так я понимаю. Наверное. Ну, я и так понимал. В таком случае, скажите, пожалуйста, вы очень грамотный человек, компетентный во всех вопросах в юридическом плане, да, очень видный государственный деятель, и на тот момент занимали определенные должности, да, и знали вот эти процедуры, вот особенно касающиеся вот таких вот документов, да. Вот после того, как мэрия исполнила распоряжение вышестоящих государственных органов, ну, я не могу знать, кто конкретно там, да, вот, как вы говорите, они вносили в свое решение по определению границ территории парка Ататюрк с тем, чтобы вам предоставить участки. Да. То есть изменения происходили, и на основании этих изменений, или же просто взяли и выделили вам без изменений границ и предоставления вам соответствующего участка на территории Ататюрк. Изменение границ парка Ататюрк, насколько мне известно, они не связаны с предоставлением там нам земельных участков. Они были еще раньше уже изменены. Я могу лишь сказать вот о чем. Просто так на пустом месте прежние меры, в частности, вот Керимкулов Медет Темирбекович, не издавал. Он имел на это, ну, как бы указание от президента. Слушай, ну давай, он не говорил, вот, предоставить конкретно этому, ему. Ну, рассмотрите вопрос там о предоставлении нашим госслужащим. Вот таких, в общих чертах, только он сказал. И когда разбирались в официальных органах, я слышал, что Керимкулов поднял якобы какое-то распоряжение президента. Все это возникло не на пустом месте. И, как говорится, тут не предоставлялись какие-то особые привилегии для кого-то. Всем одинаково так участки там были предоставлены. Вот. Апасу Жумагуловичу, Медет Шеремкуловичу, героям Кыргызстана заслуженным, ну и прочим, и другим. Так? Курмай Ильич, я понял вас вопрос, достаточно. Теперь можно один маленький уточнительный вопрос? Что касается изменения границ, вот есть градостроительный совет или совет градостроительства. В городе есть и в республике есть. В разных периодах, в разное время изменялось как минимум 4 раза. Не только парк Ататюрк, но и других парков, скверов, там, других городских, скажем так, точек. Почему? Потому что план, генеральный план строительства, архитектуры тоже, они согласовывались с изменениями территорий, вот этих парков, скверов, где что должно строиться. Вот. Но на момент предоставления нам земельного участка, там, вот на моем конкретном участке, номер там, я не помню, 135 был или 35, там была каменистая местность, и причем мусором заваленная местность. Одно было единственное дерево, просто дикорастущее дерево, которое я сохранил, и до сих пор это дерево растет. Озеленил и так далее. На территории, вот, где наш дом находится, там была автобаза, целая большая автобаза, заасфальтированная, территория со всеми боксами, гаражами и так далее. Автобаза, то ли принадлежала она
комхоза, службам коммунального хозяйства и так далее. Это вот напротив нынешнего КАСИ. Там были и другие строения. Вот дом моего соседа, снизу одного и сверху одного соседа уже стены стояли. Вот. Я этот дом сам строил 2 года. Вот. И в 2005 году, в марте, когда случилась революция у нас, вот, я вселялся в этот дом. Толпа приходила, Апаев не ищут. Я говорю, нет, я живу. Они говорят, да, мы вас знаем, Байке. Вы хороший человек, и ушли. Спасибо, да, понятно. следующий. понятно. Извините, что я так. Один Да. маленький такой вопрос Да. частного плана у вас в отношении Касселка. То есть вы как частное лицо на тот момент, когда получали этот земельный участок на основе тех документов, понимали, что это территория парка Ататюрк и что на этой территории строительство запрещено? Я понимал это как территория, прилегающая к парку, а не территория парка. Потому что вокруг и около нашего участка, я же говорю, были уже строения, причем строения капитальные. Там автобаза была целая. Еще какие-то объекты коммунального хозяйства были. Я не помню точно. Спасибо, понятно. Еще. Они, кстати, до сих пор сохранены там. Вот это асфальтовая территория и так далее. Уважаемый Курманбек Эргешевич, ну, вот в то время, продолжение вопроса Кельды Джумалевича, какие-то акты прокурорского реагирования были, скажем, да, что это же их обязанность, да, если что-то нарушается закон о парковой зоне и так далее. Или не было таких на вашей памяти? Я не помню о случаях реагирования прокурорского какого-то особого. Но я знаю, что выносились решения о законности, о том, что не было допущено нарушений каких-то законов при предоставлении вот этих земельных участков. Я же сказал, при каждой смене власти, и при Бакиеве, и при Атамбае, и при Временном правительстве, и сейчас, раньше, при всей власти, любой власти, они там проверялись, и многократно проверялись. И органами прокуратуры, и другими органами, и местными органами, и даже депутатские были проверки. Спасибо. Да. Начинаем. Рубик Сергеевич, очень короткий вопрос. Вот вы оспариваете в данном случае полномочия мэра по отмене своих актов. Вот по-вашему, вы хотите, чтобы у мэра вообще не было полномочий отменять свои акты, так? Нет. Как вы ваши У требования в меня данном такого случае? хотения и желания нету, конечно. Я ставлю вопрос о праве. Мэр при принятии этого постановления руководствовался законом о местной государственной администрации и органах местного самоуправления. Части 3 статьи 44, который дает право мэру отменять, изменять ранее принятые постановления и вносить изменения и признавать утратившим силу. Уважаемый суд, вот я впервые в своей жизни, в своей практике вот вижу такую формулировку. Когда признается нормативный акт, любой акт, утратившим силу, когда отпала в этой норме необходимость, и она потеряла свою актуальность, правильно? А здесь и мэру дали такие полномочия признавать утрату. И при отмене, я хочу еще раз повториться, при отмене, изменении, мэр ли это или другое должностное лицо, он должен говорить, понимать, и этим самым не нарушаются чьи-либо конституционные права. А он же прямо затрагивает, говорит, изъять земли, а дома снести. Уважаемый суд, я не знаю, как моему
и удивлению, и возмущению в данном вопросе нет просто предела. И еще я что-то хотел сказать. Вот. Нет, в общем-то, ваш ответ понятен. По Я вам еще способу один принятия. вопрос задам. В начале вашего выступления вы сказали, что границы Ататюрка неоднократно изменялись. Причем изменялись не мэрией, а на уровне правительства. Да. В то же время, отвечая на вопрос Каркеля Джумалевича, вы сказали, в общем-то, что вам конкретно неизвестно, да, на основании каких там документов на уровне правительства изменялись эти границы. Мы вас правильно поняли, да? Да. В этом вопросе. Ну, все так. Я только хочу внести ясность. Я слышал в мои полномочия тогда, как первого вице-премьера по распределению обязанностей, я курировал блок социальных вопросов и законопроектную работу правительства, но я, находясь в правительстве, слышал всегда, что по предложению архитектуры, там, других органов рассматривается, пересматривается, вносятся изменения в генеральный план строительства города Бишкек, и в том числе пересматриваются районы, то есть территории парков, скверов, там, заповедных каких-то зон и так далее, и так далее. Ну и любые решения, конечно, все это я упомнить не могу, они поступали ко мне на согласование. Мы подписывали Хорошо. лист согласования. Значит, Я обязан был подписывать. Присаживайтесь, Роман Николаевич. Спасибо.